Можно ли получить земельный участок в размере более 1 гектара или менее 1 гектара? Здравствуйте, Ателына. Согласно федеральному закону, 119 федеральному закону, земельный участок можно получить в размере до 1 гектара. Соответственно, можете получить меньше гектара, но он не должен быть больше 1 гектара. Можно ли изменить уже выбранный участок? Валентина Семеновна, да, вы в течение года можете определиться с видом разрешенного использования земельного участка. А если вы уже выбрали и хотите поменять, то также можете изменить вид разрешенного использования, но в течение 1 года. Это указано в статье 8 как раз про эти действия. Что такое сервитут и серые зоны? Семен Михайлович, серые зоны – это у нас зоны, определенные как зоны, скажем, из-под действия, сферы действия данного закона они отходят. На этих территориях нельзя получать земельные участки. К этим территориям могут относиться и отнесены территории традиционного природопользования, защитные леса, земельные участки для государственных, муниципальных нужд и так далее. В этих зонах, то есть, не предоставляется земельные участки. Все, что не серым, то есть все, что считается открытым, в них земельные участки вы можете подавать заявление и получать. А что такое сервитут? Сервитут – это у нас ограничено право пользования чужим земельным участком. Правильно ли я понимаю, что даже если в случае после 5-летнего использования земельного участка гражданин потом его не сможет ни продать, ни подарить кому-либо, и в том числе иностранным гражданам? Елена Серафимовна, здравствуйте. Да, правильно вы понимаете. Действительно, данным законом на особом внимании уделяется тот момент передачи прав иностранным гражданам. В этой связи даже после того, как вы в течение 5 лет даже пользуетесь, вы не должны переступать, отдавать в пользование иностранным лицам иностранного государства. А даже если взять после 5-летнего в собственность, вы не имеете права заключать такие сделки. Если будут заключаться даже такие сделки, купли-продажи или иностранного государства, то они не подлежат госрегистрации, и они будут уничтожены. Окончательный ответ, давать или не давать участок, лежит за главой. Нет ли здесь коррупционной составляющей? Ольга Андреевна, у нас в целом по земельному законодательству решение всегда принимается уполномоченным органом, главой, да? 119 федеральным законом прописаны закрытый перечень отказов, оснований отказа, которые допускаются в отказах. Если вам будет давать другой формулировки отказа, чем предусмотрено в данном законом и данной статье, то это будет нарушение. Также глава знает, что каким причинам отклонять, отказывать, либо утверждать схему размещения земельных участков по данному закону.